Государственная таможенная служба справилась со своим годовым планом за 10,5 месяцев и собрала 94 миллиарда 635 миллионов сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта сумма больше на 20 миллиардов сомов. Такой высокий показатель таможенных платежей наблюдается впервые в истории страны. Законом была утверждена сумма платежей в размере 94,6 миллиардов сомов. Как видите, мы сегодня находимся в ситуационном центре государственной таможенной службы, и мы можем в онлайн-режиме наблюдать, насколько на данную секунду, на данную минуту нам удалось выполнить и перевыполнять план. Далее уже, получается, мы идем уже с большим плюсом. Для достижения таких результатов ведомство провело качественную работу в цифровизации своих процедур. Так был запущен проект «Электронный пункт пропуска». Теперь бизнесмены могут сэкономить свое время, не находясь в очередях. Усилена борьба с контрабандой и коррупционными схемами. Все собранные средства поступят в государственный бюджет и будут распределены на решение социальных вопросов. Налоговые и неналоговые поступления от таможни закрывают расходы, предусмотренные законом. Это повышение зарплат, капитальные вложения, различные виды пособий и пенсий. Благодаря росту поступлений с 1 октября текущего года выросла страховая часть пенсии на 38%. Точное увеличение зависит от размера страховой части пенсии каждого пенсионера. Например, Лидия Шипулина 20 лет проработала в школе учителем французского языка. Сейчас ее пенсия составляет 20 тысяч сомов. Я работала с молоду, не знаю. Я в торговле работала, а потом учителем работала. А сначала я уже не помню, сколько было, потом 15 было, потом последние 20, наверное. Ну, на продукт покупаю в основном, а так особо ничего не... Такое повышение соцвыплат улучшает уровень жизни населения. В этой связи сотрудники ГТС ведут онлайн-наблюдение за сбором платежей, которые поступают от 24 пунктов таможенного оформления. Это, в свою очередь, препятствует коррупции и другим правонарушениям. Альбина Айбекова, Джахшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.